Такого накала страстей одинцовцы не ожидали. В первом четвертьфинале соперником украинца Павла Журавлева стал иранец Принц Али. И уже во втором раунде после повторного нокдауна рефери остановил бой. В другом четвертьфинале россиянин Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада встретился с представителем японской школы К1 Хирако Кори. Рост и вес россиянина впечатляли: 2,07, 146 килограмм. В течение всего боя японец демонстрировал невероятную стойкость, ударяясь и падая, побывав в третьем раунде дважды в нокдауне, естественно, отдал победу россиянину. Но вот бой Евгения Орлова с Павлом Журавлевым закончился просто и банально. Журавлев не пытался уложить великана, он технично вывел своего оппонента ударами по ногам из строя. Орлов просто не смог продолжать бой. Таким образом, Павел Журавлев заслужил путевку в финал. Еще в одном четвертьфинале белорус Алексей Кудин одержал победу над Вугаром Джавадовым из Азербайджана. Так же, как и Журавлев, за счет мощных лоу-киков Евгений поставил победную точку во втором раунде. На турнире отличился и наш земляк, чемпион мира по тайскому боксу 2010 года Михаил Григорьев. Бойцы должны были провести 5 раундов по 3 минуты, но борьба за титул чемпиона по кикбоксингу прервалась уже в первом раунде. Техническим нокаутом принц Майкл нанес поражение Гамзату Салмагомедову из Курска и завоевал титул чемпиона Европы по кикбоксингу. В последнем четвертьфинале выступал голландец Ян Серсема, ученик звезды К1 Эрнеста Хуста. Его соперником стал южнокорейский боец Хон Мэн Мун. В упорном противостоянии судьба путевки в полуфинал решилась в добавленном экстра-раунде. Как не требовал именитый наставник от голландца лоу-киков, до ног корейца Ян так и не добрался, впрочем, как и до победы. Вторым финалистом стал Алексей Кудин, продемонстрировавший великолепную технику в бою против Хон Мэн Муна. В первом раунде Евгений последовательно сбивал сопернику дыхание ударами по корпусу. Во втором раунде Евгений отправил корейца в нокаут, поймав его точным боковым ударом в подбородок. В финальном противостоянии турнира украинец Павел Журавлев вырвал сложную победу своего давнего оппонента белоруса Алексея Кудина. Спортсмены знают друг друга не первый год, на ринге они сошлись уже в 5-й раз. До этого дважды побеждал Журавлев и дважды Кудин. Мнения судей разделились. Для определения сильнейшего потребовалось 2 экстра-раунда. Королем королей был признан украинец Павел Журавлев. Для коронации победителя на ринг был приглашен глава Одинцовского муниципального района Александр Георгиевич Гладышев.
Паш, ну скажите вот ваши впечатления от боя. Бой был, конечно, просто супер. Непонятно было вообще до самого конца, кто все-таки будет первым, кто все-таки будет чемпионом. Ну, впечатление, конечно, от боя, такое двоякое, честно говоря. С одной стороны, конечно, я рад, что я выиграл, причем 5 раундов в бою, скажем так, для профессионального спортсмена это важно, что ты смог выстоять не 3 раунда, а 4 и 5. А не сломался психически, фигурически и функционально. Но, с другой стороны, чуть недовольный, конечно, я хотелось выиграть, конечно, более ярко, более уверенно. Ну, я так понимаю, бой шел буквально до первой ошибки чьей-то, до первого неудачно моргнул. Да, где-то я вот немножко прозевал пару ударов. Уже судьи уже посчитали, что лучше. Где-то сами вроде не доработал. В принципе, силы стою, свежий, здоровый, но... Еще бы старал. Ну что сделаешь, это спорт. Есть над чем работать, знаю свои ошибки, поэтому еще больше буду работать, в следующий раз буду первым. Турнир удался по одной простой причине, что в финале сошлись сильнейшие. И была составлена 8 именно таким образом, где выбыли слабые, они не пересеклись раньше. И я думаю, зрители тоже получили колоссальное удовольствие, посмотрев финальный бой, при этом с 2 экстра раундами. И, конечно, хотелось бы поблагодарить Александра Георгиевича Гладышева за предоставленную возможность именно здесь, в Одинцово, провести такой мировой турнир. О самом турнире могу сказать только лучшее. Молодцы, постарались, организаторов хочу поблагодарить от всей души. Это все-таки первый в России турнир K1. Но такой зрелищный, я считаю, что это первый. И Одинцово открыла вот этот шаг на пути вперед, причем представители приехали на самом деле официальные K1. Анна Анненкова, Дмитрий Цибулевский, телекомпания Одинцово.